Накануне в России прошел единый день голосования. Исключением не стала и наша республика. В 4 районах прошли муниципальные выборы. Это Алагирский, Иравский, Пригородный и Кировский районы. 36 человек выдвинули свои кандидатуры на должности глав сельских поселений и 290 на депутатов Собрания представителей. По предварительной информации Центра избиркома, явка составила чуть больше 54%. В Алагирском районе проголосовали 38% избирателей, в Иравском почти 56%, в Кировском районе свои голоса за кандидатов отдали 54% избирателей и в Пригородном районе проголосовали 47% избирателей. Окончательные результаты голосования мы узнаем буквально через час. Наша съемочная группа побывала во всех районах, где проходили выборы. Подробности в материале Карины Гигалаевой. В 8 утра у районного дома Ильхотова все больше людей. Жители села говорят, для них день выборов – праздник. Представителей ЦИКа встречают традиционными остинскими пивом и пирогами. После торжественного открытия сразу к делу. Первым голос отдает старейший житель села, за ним сразу же десятки человек. Из-за того, что сейчас началась уборка, всех ребят попросил, кто работает в сельском хозяйстве, пораньше прийти, отдать свой гражданский долг и дальше уже заниматься своими рабочими вопросами. В Ильхотово 4 избирательных участка. В каждом голосуют за депутатов сельского поселения. По пропорциональной избирательной системе из 26 кандидатов выберут 15. Они впоследствии решат, кто станет главой поселения. В остальных селах района глав выбирают сами жители. Всего в Кировском районе 13 участков. Заявленных избирателей больше 19 тысяч. Дальше по маршруту Алагирский район. Здесь 2 избирательных пункта – в селении Зарикау и Зарамак. На участках зарегистрировано чуть больше 1200 человек. В 11 утра представители ЦИКа прибыли в Зарикау, где к этому времени проголосовало более 200 избирателей. Жители выбирают главу села и депутатов. Здесь 13 кандидатов на 10 мандатов. В Зарамаге на 7 мест в собрании представителей претендуют 10 человек. В селах для гостей тоже подготовили концерт. Подарками отметили старейших избирателей и тех, кто голос отдает впервые, а таких здесь оказалось 7 человек. Это мое первое голосование. Я этому очень рада, волнительно. Каждый раз я буду голосовать, я не буду пропускать. Следующий район Иравский. Здесь открыто 22 участка, а зарегистрированных избирателей больше 12,5 тысяч. В маршруте представители ЦИКа Сурхдигара и Чекала. В Иравском районе по уставу тоже пропорциональная избирательная система. 144 кандидата на 25 мандатов, а из них и выберут главу района. Решение примут сами депутаты. Для маломобильных граждан тоже есть все условия. Для маломобильных граждан тоже мы организовали выездное обслуживание, и они все смогут проголосовать дома. 90 человек. И еще один, 4-й район Пригородный. Здесь 3 участка. 2 в селении Куртат, где выбирают депутатов сельского совета, и 1 пункт в Даргавсе, где из 5 кандидатур выбирают главу села. Всего в Пригородном зарегистрировано чуть меньше 1000 человек. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Жанна Маргоева отмечает, работа проделана колоссальная, все продумано до мелочей, никаких сбоев за время выборов не произошло. В ЦИК не поступило ни одной жалобы, кроме того, явка во всех районах высокая. Абсолютно все избирательные участки открылись вовремя. У нас не дал сбой ни один комплекс обработки избирательных бюллетеней. Абсолютно все участки оборудованы стационарными рамками металлодетекторов, стационарными металлорамками. Обеспечены меры безопасности противопожарной, антитеррористической. На избирательных участках ведется видеофиксация того, что происходит. Сегодня предварительные результаты озвучат в 11 часов. Подсчет голосов производился с помощью техники. На участках работали КАИБы. Но главный вывод Центр избирком уже сделал. Выборы в Северной Осетии состоялись. Карина Гигалаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.